Ну, начну с задержанных наших сотрудников. Это Талай Душембиев, он является директором телекомпании Next TV, и эфирный инженер Талай Бейшембаев, который не имеет к этому вообще никакого отношения. Он просто техник, который смотрит за качеством эфира, чтобы программы выходили в свое время. Но почему-то его тоже заключили, но, правда, под утро отпустили. Мы долго не могли понять, где он находится. Когда мы ночью здесь были, вот ваш сотрудник даже был, зашел адвокат Медиаполиса Ахмат Алагушев. Когда он вышел, он сообщил, что эфирного инженера здесь нет. Мы опять же ночью обеспокоились, начали звонить в разные инстанции, включая МВД, ГУВД. Вот. Но он, оказывается, находился под стражей в СИЗО ГКНБ. Что стало причиной отключения эфира и заключения под стражу наших коллег, это, значит, размещенный скриншот украинского медиа «Украина сейчас», где говорится со ссылкой, опять же, на бывшего главу КНБ Казахстана о том, что якобы между тремя странами, Кыргызстаном, Таджикистаном и Россией, есть тайное соглашение, и что военные двух среднеазиатских государств будут участвовать в спецоперации на стороне России на территории Украины. Вот это стало поводом вот для задержания и отключения телеэфира Next TV. А что изъяли? Изъяли процессоры все в количестве 5 штук, опечатанная студия, эфирная студия, значит, кабинет, где сидят журналисты, звукозаписывающая студия, был скрыт сейф. Мы пока не знаем, что они оттуда изъяли, какие документы. Нет бухгалтерских отдельных документов. Это сегодня наш бухгалтер, придя на работу, обнаружил. Получается, главу Next TV арестовали за скриншот, да? Да. Инкриминируется 335-я статья, это разжигание межнациональной розни. А вообще это каким-то гонением считаете или что? Я считаю, что это проблема не только в нашей телекомпании. До этого вы прекрасно знаете, что пытались подкинуть наркотики Болоту Темирову, в отношении «Кактуса» уголовное дело, блогера Мирлана Ураимова, Клоп. Вот. К нам тоже до этого подходили сотрудники, но они как бы в интеллигентной форме нас предупреждали. Были разговоры с нашим директором, как бы задавались вопросы, что за программы, да, какие вы программы размещаете. Должен отметить, что мы транслируем частично программы «Азаттык», «Свободы», «Голос Америки», «Настоящее время» передачи, новости Deutsche Welle, вот, «Говори ТВ» размещаем. И это тоже вот стало одной из причин, что у нас в эфире есть критические материалы в отношении властей. Кто говорил, что Сотрудники ГКНБ. Ранее. Когда это было?